Друзья, всем привет! Сегодня у нас 25 июля 2019 года. Время 6 часов вечера, и у меня есть 2 часа, ну 2,5 где-то. До заката солнца я решил попробовать вот напротив. Далеко не стал ехать, прямо напротив родной деревни. Покидаю вот так вот вдоль острова спиннинг. Покидаю силиконовую приманку. Мне она почему-то больше нравится, чем блесна. В надежде, может, клюнет окунь. Ну что, клюнет, то клюнет, если что, я вам покажу. Итак, у нас 10 или 15 заброс был впустую. Но сейчас вот я слышал дергание, окунь, видать, подергал. Вот он еще раз подергал. Так, это говорит у нас о том, что здесь окушки есть. И мы, скорее всего, здесь попробуем его поймать на удочку. Сейчас, если на спиннинг не поймаем, я кину якорь здесь и попробую здесь половить на удочку, потому что именно здесь у нас с Ромкой в прошлый раз клюнул окунь один, и вот где-то здесь мы потеряли блесну. Я-то и приехал сюда с надеждой такой, чтобы найти эту блесну, но кусты еще до сих пор под водой. Если позавчера, когда рыбачил с соседями, вода у нас падала и довольно-таки быстро. Вчера я на речку не ходил. Сегодня обнаружил, что вода стала опять такой же, какая и была. Получается, вчера вода опять пошла прибывать. Вот где-то там, вот в тех кустах, моя блесна. Как-то вот так. Так. На блесну окунь не клюнул, но он показал себя. Так что мы идем и кидаем якорь. Итак, поклевок нет. Сменил на более нежную. Стояла у меня вот такая вот с красной головой твистер. Теперь поставил вот такой вот вибрик с петушиным хвостиком желто-оранжевого цвета. Попробуем на него. Попробуем на него. Ну а если нет, то потом уже на удочку. Так, летит, конечно, поближе, чем тот. Ну ничего страшного. Когда окунь берет, он берет. А когда выеживается, он покажет то, что он есть, дернет пару раз, и все. Он просто игнорирует и больше не подходит. И ему уже надо или червя, или малька, или что-то такое. Опять подъем воды, опять пошла пена. Как это все достало? Опа! Есть. Вот он, красавчик. Вот он, первый окушок. Вот, нежная снасть сработала. Кенскаден. Ну что, может быть сегодня мы еще и половим что-нибудь. Опа-на! Вот так вот. Чуть-чуть поменьше уже пошло работать. Я не знаю, что сработало. Или размер, или то, что это виброхвост, а не твистер. Вот тот твистер окуня мне нравился. Нет, этот красиво играет. Скорее всего, он более напоминает малька, чем тот. Тот такой угловатый твистер, конечно, но более яркий. На него будем ловить тогда, когда рыба будет активная, жадная. Сегодня покидаем эту снасть. Ну вот, спустя полчаса и проплыл, наверное, метров 300 с того места, где я начал. Клюнул у меня еще один небольшой окушок. Теперь их у меня уже 2. Пробовал на червя,
на удочку бесполезно. Мальков нет. Сегодня я не ловил малька. А так вот кидаю виброхвост. И была только одна единственная поклевка. Не хочет окунь брать, пока не хочет. Ну вот еще одна поклевка. Третий окушок. Еще штучки 3-4 и будет жареха. Нет, да поклевывает все-таки. Места вообще обалденные. Сейчас в кустах здесь должно быть рыбы километр. А видишь, не клюет. Не хочет. Вот, друзья, вот такой красивый закат. Заканчивается день. Ну, доплыли вот до конца острова. Вот такие классные места. Там вот идет основное русло Печоры. Ну, посередине получается от острова. Мы проплыли вот вдоль этого всего острова. Вдоль кустов. Песочек, камни, кусты. Рыба здесь есть 100%. Она иногда бульк-бульк плескается, тоже бывает. Но ни одной поклевки. У меня в улове 4 окуня. Менял все. Железо, вертушки, воблер, червяк. Единственное, что малька вот не пробовал. Не хочет клевать. И на закате солнца я с вами пока не прощаюсь. У меня возле дамбы стоят продольники. Позавчера я их поставил на виброхвосты. Чисто ради эксперимента. Сейчас пойдем и глянем, есть что там нет. А по пути вдоль берега еще я успею пару раз закинуть спиннинг. Поехали. Все, солнце садится. Жалко, вторую камеру не взял с приближением. Оно вот просто на глазах садится за горизонт. Картина вообще обалденная. Но эта камера навряд ли сможет передать всю красоту. Я прямо вижу, как вот этот красный шар потихонечку скрывается за горизонтом. На реке такая дымка, типа обычно так бывает, когда горят леса. Но сейчас леса не горят-то, это точно, после наших дождей-то. Один плюс дождливого лета — это не горят леса. В остальном одни минусы. Ну вот даже на червя не хочет ничего брать. Полная тишина. Полюбуемся еще закатом. Этой вечерней тишиной. Здорово. Пусть даже ничего не клюет, но все равно здорово. Друзья, я только что сказал, что не клюет. Доплыл вот до конца острова. И уже было собирался переезжать на тот берег. Вон туда, чтобы доплыть до своих прудомников. И тут у меня последовала поклевка на червя. Потом вторая. Я вернулся, воткнулся в кусты и еще 2 окушка. Теперь я отложил удочку в сторону. Достал спиннинг и опять дергает. Короче, одеваем камеру и смотрим. Или я нашел стайку окуней, или просто начался клев после захода солнца. Времени остается мало до темноты. Так что успеем, то успеем. Но на маленькую жареху мы уже поймали. Окушок здесь получается, течение бьет туда. Здесь слабое течение. И за кустами он, видать, то ли собрался. Нет, но здесь он и был, наверное, просто. Почему он не клевал раньше? Вот солнце село, пошли поклевки. Опа, вот он взял.
Взял виброхвост. Так что будет у нас сегодня все-таки свежая жаровня. Рано отчаялись. Все-таки поклевало. Все-таки мы увидели поклевки. И это радует. Оп, вот он второй. Опа. Вот такие вот окушочки. Не крупные, но какие есть. Оп, есть поклевка, есть. Все, давай. Вот так. Есть еще окушочек. Так, червя отдай червя. Все-таки мы увидели сегодняшние поклевки. И это хорошо. Опа, вот такой вот красавчик. Вот такой вот хорошенький. Только выключил камеру и сразу последовала поклевка. Ладно, пока не будем выключаться. Может, еще что увидим. Не успел включиться. Вот такой вот окушочек. Отпусти. Так что у меня штук десяток тоже есть по-любому. Не стал рисковать. В прошлый раз была поклевка. Хотел подождать включения камеры. Он выплюнул. Теперь сразу подсек. И успел. Вон опять поклевочка. Такая осторожная. Вот он. Еще клюнул. Ну. Вот так вот. Все-таки мы выманили его. Уже почти как зимой на мормышку начал играть. Все-таки мы его обманули. Отложил удочку в сторону. Решил покидать виброхвост. И вон кто-то дергает. Первая же проводка. Вон есть. Что-то зацепилось. Вот такой вот окушочек. На сегодня, наверное, самый крупный. Ну да. Вот такой вот. До этого кидал. Сколько? Не хотел. Главное, на червя не хотят. А на вибрик он клюнул. Короче, как я понял, надо чередовать. Покидать вибрик, потом червя. Одно и то же, видать, им приедается. Опять не успели. Еще окушочек. Стоит только выключить камеру, пару забросов, и есть поклевка. А камера включается долго. Так. Мы потихоньку отплываем от кустов. Ну и ладно. Опа, есть еще поклевка. Вот так. Опа, да, опа. Вот такой вот хорошенький. Вот так вот. Пока стояли в кустах, клевало так себе. Только решили отплыть, и пошли поклевки. Специально так, чтобы я не уезжал отсюда. Съездить надо, посмотреть продольники. Чисто ради спортивного интереса. Клюнул кто-то, не одна.
мои поставленные виброхвосты. О, есть, блин. Окунь здесь есть. Только что камера была выключена, выдернул окуня. И была вот опять поклевочка. Блин, хоть не уезжай. Вот здесь бы, думаю, сработала бы хорошо балансированная удочка. Завтра придется попробовать взять с собой балансированную удочку. Сегодня уже некогда. И мы попробуем на этом месте половить окуня. Ну вот, мы все-таки переехали на правый берег Печоры и сплавляемся вдоль кустов до наших продольников. В прошлый раз при сплаве позавчера поймали язя и 2 окуней. На этот раз пока тихо. Кидаю на виброхвост. Менять уже ничего не буду. Тем более здесь очень много коряг. Жалко будет, если блесна зацепится. Ну вот мы приближаемся к нашим продольникам. Проплыли где-то метров, наверное, 500. Ни одной поклевки. Вот только буквально вот здесь сейчас такой хорошенький окушок. Вот он. Одного окуня все-таки мы поймали. Клюнул хорошо, ударил резко. И вот я не пойму, в чем дело, почему кто-то бьет, а кто-то спит. Вон сколько расстояния проплыли, и тишина. И тут бац, и резкий удар. Я уже думал, все. Ну ничего, сейчас подплываем к продольникам, осталось буквально метров 50. Сейчас бросаю якорь и начинаем проверку. Что, смотрим. Травы зато поймало много. Вон сколько травы. Сено, сенокос. О, ничегошеньки тут нет. Ну, продольник запутан. Продольник запутан. Значит, рыба здесь была. Возможно. И сплыла. Ну вот, друзья, проверили продольники. Ничегошеньки туда не попало. Эксперимент не удался. Специально приехал на то место, где мы позавчера рыбачили, чтобы посмотреть, как здесь дела. И вижу, что палка, которая была на берегу, опять в воде. А это значит, что опять идет подъем воды. И она поднялась сантиметров на 5 от того уровня, что было позавчера. Получается, вчера, если она падала, позавчера, то вчера она опять поднялась. И сегодня продолжает подниматься. На воде пена. Рано радовались, что идет спад воды. Дождей нет, но подъем воды продолжается. Видать, с болот, с ручьев все это вытекает. А может быть, вверху я где-то был дождь. Сейчас покидаю еще спиннинг. Закину пару раз удочку. Чисто так, ради пробы. И будем собираться. Жареху мы сегодня поймали. Душу отвели. Свежим воздухом подышали. Привет передали подписчикам.
все хорошо. Ну что, друзья, вот и подошла к концу еще одна рыбалочка. Собрал всю рыбу с лодки. Посчитал 21 окунь. 21 штука. Вот весь мой улов. Килограмма 2, наверное. Может быть больше, 2,5. Вот есть и такие вот окуняки. Вон, хорошенькие. Плохо видно уже. Вон. Короче, нормально. Планировал поймать одну жареху. Поймал 3. Все прекрасно, все хорошо. Душу отвели, порыбачили. И теперь домой. Ну а с вами мы прощаемся ненадолго. Скоро увидимся. До встречи на канале Коми Рыбак. Всем пока.